Здравствуйте, ребята! Меня зовут Айсель Кубатовна. Наш сегодняшний урок начинаем с девиза. У нас сегодня все получится. Считайте, ребята, точнее считайте. Хорошее дело смелее прибавляйте. Плохие дела поскорей вычитайте. Телеурок. Решите задачу. Серебристая чайка живет 44 года, а ворон на 25 лет дольше. Сколько лет может прожить ворон? К 44 прибавляем 25, равно 69. Ворон может прожить 69 лет. С одной грядки собрали 37 килограммов помидоров. Это на 12 килограмм больше, чем с другой. Сколько килограммов помидоров собрали со второй грядки? Обратите внимание на вопрос, ребята. Там у нас есть слово «это». Значит, мы смотрим на первое число и выполняем обратное действие. Если написано «на» это «на больше», значит, мы выполняем вычитание. 37 минус 12 равно 25. Ответ 25 килограмм. Давайте запишем арифметический диктант. Запишите число, в котором 1 десяток и 4 единицы. Запишите число, в котором 5 десятков и 0 единиц. Запишите число, в котором равное количество десятков и единиц. Запишите число, в котором число десятков больше числа единиц. Запишите число, в котором число единиц больше числа десятков. Запишите самое маленькое двузначное число. Запишите самое большое двузначное число. Запишите самое большое однозначное число. Запишите самое маленькое трехзначное число. Правильно, ребята. Перед вами сказка «Родственники». Жила на свете важная фигура. Важность ее признавалась всеми людьми, так как при изготовлении многих вещей форма ее служила образцом. Имела фигура такой вид. Кого бы ни встретила она на своем пути, всем хвалилась. Посмотрите, какой у меня красивый вид. Стороны мои все равны, углы все прямые. Если перегнусь я по средней вертикальной линии, то противоположные стороны мои так и сольются в углы, один на другой, точь в точь наложатся. Коли перегнусь я по средней горизонтальной линии, опять углы мои и противоположные стороны сравняются. Красивее меня нет фигуры на свете. «Как же зовут тебя, брат?» – спрашивали встречные. А зовут меня просто Квадрат. Ходил Квадрат по свету, и стало тяготить его одиночество. Не побеседовать ни с кем, не потрудиться в хорошей и дружной компании не приходится. А уж какое веселье одному! Весело бывает только вместе с друзьями. Решил Квадрат поискать родственников.
Если встречу родственника, то я его сразу узнаю, думает Квадрат. Ведь он на меня должен быть чем-то похож. Однажды он на пути встречает фигуру. Стал Квадрат к ней приглядываться. Что-то родное, знакомое увидел он в этой фигуре. Спросил он: «Как тебя зовут, приятель?» «Называют меня Прямоугольник». «А мы не родственники с тобой?» – спрашивает Квадрат. «Я бы тоже рад узнать об этом. Если у вас найдутся 4 признака, по которым мы похожи, то значит мы с тобой родственники. У нас тогда имеется общее название», – ответил Прямоугольник. Найти 4 признака сходства Квадрата и Прямоугольника и обдумать, какое общее название имеют фигуры. Обрадовались фигуры тому, что нашли друг друга. Стали вдвоем жить-поживать, вместе трудиться, вместе веселиться и вместе по белому свету шагать. Решите примеры, ребята. Проверьте себя. 84, 86, 88, 90. Рассмотрите числа. Что вы заметили? Каждое следующее число увеличивается на 2 единицы. Какое число можно назвать лишним? 90. Почему? Потому что оно круглое. Назовите число, в котором 9 десятков, а отдельные единицы отсутствуют. 90. Как получили это число? К 9 прибавили 81. Ребята, давайте выполним вычисление в столбик подобных примеров. Тема нашего урока – письменное вычисление, сложение вида 32 плюс 8 и вычитание вида 40 минус 8. Сегодня на уроке познакомимся с приемом вычисления вида 32 плюс 8 и 40 минус 8. Будем совершенствовать навыки устного счета и умение решать задачи, развивать логическое мышление и внимание. Посмотрите на пример 60 минус 4. И давайте порассуждаем, под какой цифрой уменьшаемого запишем вычитаемое. Под нулем. Можем ли мы от нуля отнять 4? Нет. Что нужно сделать? Взять десяток от десятков. Чтобы показать, что мы взяли 1 десяток, ставим точку над десятками. Что делаем дальше? Из 10 вычитаем 4. Получаем 6. Записываем в ответе число 6 под единицами. Какое число нужно записать в разряде десятков? 5. Какой получается ответ? 56. А теперь рассмотрим данные примеры и объясним решение. Сначала в строчку. 32 плюс 8 равно 30 плюс к 2 единицам прибавляем 8 единиц. 30 прибавить 10 равно 40. Решим второй пример. Сначала в строчку. 40 минус 8. От 4 десятков берем 1 десяток и вычитаем из него 8. Ответ 2 единицы. К оставшимся
3 десяткам прибавляем 2 единицы. Ответ 32. А теперь рассмотрим алгоритм письменного сложения. Пишу единицы под единицами, десятки под десятками. Складываю единицы. К 2 единицам прибавляю 8 единиц, равно 10 единиц. 10 единиц – это 1 десяток. Запишу 0 под единицами, запомню 1 десяток. Чтобы не забыть, пишу единицу. Десятков стало 4, так как прибавили 1 десяток, который запоминали. Читаю ответ 40. Пишу единицы под единицами, десятки под десятками. Вычитаю единицы. Из нуля нельзя вычесть 8. Беру 1 десяток из 4 десятков. Чтобы не забыть, напишу над четверкой точку. Из 10 вычту 8. Получаю 2. Десятков осталось 3. Читаю ответ. 32. Откройте учебники, ребята, на странице 18. Посмотрите примеры. Найдите значение выражений. Проверьте себя. Разбейте выражения на 2 группы. По какому принципу осуществили разбиение? Сложение и вычитание. Вычитание из круглого числа. Пришла пора решить задачу. Когда Аима прочитала 40 страниц книги, ей осталось прочитать на 5 страниц меньше, чем она прочитала. Сколько страниц всего в книге? Что нам известно? Сколько страниц прочитала Аима? Что неизвестно? Сколько осталось прочитать? И сколько всего страниц? Первое действие 40 минус 5 равно 35 страниц. Второе действие 40 плюс 35 равно 75 страниц. Ответ. Всего 75 страниц в книге. Следующая задача. У Карины было 10 сомов и 50 сомов. Она истратила 8 сомов. Сколько денег осталось у Карины? Первое действие. 10 прибавить 50 равно 60 сомов. 60 минус 8 равно 52 сома. Ответ 52 сомов. Рассмотрим, ребята, еще 2 способа решения задач. От 10 сомов отнимаем 8 сомов равно 2 сома. И от 50 сомов отнимаем 8 сомов равно 42 сома. Второй способ. К 2 сомам прибавляем 50 равно 52 сома. Второе действие. 10 плюс 42 равно 52 сома. Выполните самостоятельную работу. Проверьте себя. Для этого повторим порядок выполнения. Сначала выполняем действие в скобках. Затем слева направо по порядку.
35 минус, скобка открывается, 7 плюс 8 равно 20. 84 минус 40 и минус 4. Ответ 40. Давайте решим уравнение. Вспомним алгоритм. Первое. Прочитаю уравнение. Второе. Определю неизвестный компонент. Третье. Подберу правило. Четвертое. Найду корень уравнения. Пятое. Выполню проверку. Неизвестно уменьшаемое. Вспомню правило. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Х минус 9 равно 4. Х равно к 9 прибавить 4. Х равно 13. Проверка. 13 минус 9 равно 4. 4 равно 4. Решите следующее уравнение самостоятельно и проверьте себя. Решите примеры в столбик. 32 плюс 48. К 2 прибавить 8 равно 10. 0 пишу под единицами, 1 десяток запоминаю. К 3 прибавить 4 равно 7 десятков, да 1 десяток, который запоминали, 8. Ответ 80. 74 плюс 18. 4 плюс 8 равно 12. 2 пишу под единицами, 1 десяток запоминаю. 7 плюс 1 равно 8. Да, 1 десяток, который запоминали, 9 десятков. Ответ 92. Последний пример решите самостоятельно. Проверьте себя. Ребята, давайте подведем итоги урока. Какие вычислительные приемы мы сегодня разобрали? Как поступить, если из единиц уменьшаемого нельзя вычесть единицы вычитаемого? Все ли вам было понятно? Телеурок. Сегодня на уроке, ребята, познакомились с приемами вычислений вида 32 плюс 8, 40 минус 8. Совершенствовали навыки устного счета и умение решать задачи. Развивали логическое мышление и внимание. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До новых встреч!